Всем доброго утра и прекрасного настроения. С вами самая утренняя программа, и я, Вероника Тамтосова. Дарим вам улыбки и заряд бодрости. Сегодня пятница, это уже отлично. Этот день словно специально создан для того, чтобы подвести итоги недели, нажать на перезагрузку и с легким сердцем шагнуть в новые планы. Чем мы с вами сегодня и займемся. Вот, например, вы знали, что середина ноября это часто уже показывало суровый характер, как у нас, то есть тоже, в том числе и в центральной России. Из наступивших холодов крестьяне переводили домашнюю птицу в теплые курятники, поэтому этот день называли куриные именины. И была примета, что если куры садились рано на насест, это к холодам. Вот такая забавная примета. Все они из истории, и избыта, который был. Напоминаем, что источником хорошего настроения является и наш телеграм-канал. Подписывайтесь, QR-код вы видите на экране. А прямо сейчас самые последние новости, которые точно нужны всем с утра, о погоде. В центральных районах сегодня 31-36 ниже 0, в заречной группе 27-35 со знаком минус. В южных 29-30 градусов мороза. В Вилюйской группе минус 34, минус 38, в Нижнеленских 36-39. В западных 26-31 градус холода. В Колымо-Индигирской группе улусов 17-33 ниже 0. В Янских минус 22, минус 35. На северо-западе 31-46 градусов мороза. В Якутске в 6 часов утра температура составила 30 градусов холода. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. Но температура в столице минус 24, минус 26 градусов. Уже совсем по-зимнему. Кстати, еще одна новость, связанная с погодой. В Якутске появится куб холода. По задумке авторов он появится в Московском сквере. Стеклянный куб 3 на 3 метра на металлических опорах со световым и мультимедийным оборудованием. Внутри парогенераторами и датчиками будет показывать температуру воздуха и время, а также легенды о быке холода. Арт-объект задуман как новый символ Якутска, отражающий характер и климат Якутии. Инициаторы идеи для его реализации намерены участвовать в конкурсном отборе программы поддержки местных инициатив. Как вам такая идея? Нравится? Нужен нам такой столице арт-объект? Мне кажется, очень интересно и очень креативно. Делитесь своими впечатлениями, не забывайте, что в нашем телеграм-канале также мы с удовольствием читаем ваши комментарии, и это отличный источник не только последних новостей, но и хорошего настроения. А прямо сейчас последние новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Объем инвестиций в недвижимость в России на середину ноября этого года снизился на 33%. Однако, по данным аналитиков, уже в третьем квартале этого года на рынке наблюдался рост инвестактивности, а объем транзакций стал максимальным квартальным значением за последние 10 лет – 290 миллиардов рублей. Лидерами в структуре вложений текущего года остаются сегменты офисной, складской и жилой недвижимости. В Амгинском районе к эксплуатации допустили ледовую переправу муниципального значения. Толщина льда позволяет передвигаться автомобилем весом не более 3 тонн. Всего в Якутии эксплуатируются 4 ледовые переправы в Жиганском, Оленёкском, Верхневилюйском районах, но теперь еще и в Амгинском. Работы по строительству и обустройству ледовых переправ проводятся согласно планам по своевременному открытию и закрытию сезонных автодорог и при наличии необходимой безопасной толщины льда для строительной техники. Сроки открытия могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. Дроны обслуживают линию между Якутском и Нижним Бестяхом. Посылки весом до 10 килограммов теперь получится отправить воздушным путем. Время в доставке около 15 минут. В день будет осуществляться по 10 рейсов, 5 из Якутска и обратно. Проект особенно актуален для якутян, когда ледовая переправа еще закрыта, а отправить посылку необходимо в кратчайшие сроки. Заявку можно оформить через местный маркетплейс, а стоит такая услуга от 500 рублей за килограмм. Идея инновационная. В России такого опыта нету. Тем более в таких экстремальных условиях, как в нашей республике, минусовые температуры. Да? И, конечно же, для граждан это удобство, когда нету переправы. Именно для удобства, для оперативной передачи каких-то посылок. Мы для жителей это все делаем. Получается. Идея, конечно, была в реализации непросто. То есть очень много процедур по разрешению есть. Да? То есть у нас все разрешения имеются, Росавиации, контролирующих органов. То есть это у нас все официально.
В Якутске прошло регулярное заседание комиссии по дорожной безопасности. В ее рамках обсудили 3 главных вопроса, касающихся ситуации на дорогах республики, решения задач по превентивному предотвращению ДТП, а также открытие ледовых переправ. Так, на сегодняшний день число ДТП и пострадавших в них снизилось по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, увеличилось количество летальных исходов, которые к ноябрю составили уже 74 случая. Помимо этого, планируется изменение маршрута ледовой переправы Дыркылах, которая будет уже проходить через село Мандай и далее на федеральную автодорогу П-504 Колыма. В действительности мы отмечаем проблемные месяцы. У нас был август достаточно проблемный, где у нас отмечалось 18 погибших человек, где причинами были это и выезд на встречную полосу движения, и неправильное расположение транспортного средства на проезжей части. Сопутствующими выступали и отказ от прохождения медицинского свидетельствования, да, состояние алкогольного опьянения. Ряд таких моментов мы сегодня, так сказать, подытожили, да, и, соответственно, приняли превентивные решения по стабилизации аварийности и недопущению таких случаев. Жители и гости Владивостока собрались на площади борцов революции познакомиться с культурой Якутии. Республика представила ювелирные изделия и национальные настольные игры. Также состоялась презентация книги об участнике СВО с позывным «Сунтар», гвардии матросе морской пехоты Дмитрии Егорове. Для желающих был организован и кинопоказ художественного фильма Никиты Аржакова «Снайпер Саха». Посетители мероприятия признались, что такие события укрепляют межнациональные связи и демонстрируют культурное богатство страны. Лично для меня очень важно показывать, кто я есть, показывать свою национальность, чтобы все знали, что я из Якутии, что это такая богатая земля, что у нас очень много всего интересного. То есть мы славимся не только природой, у нас еще очень богатая культура, традиции, у нас очень красивые костюмы, я считаю, может быть, даже самые красивые. И мне бы просто хотелось, чтобы люди знали о Якутии. С добрым утром всем тем, кто смотрит «Утро Якутии». Поднимаем вас и ваше настроение. В сети завирусился китаец, который носит своего котенка в пластиковой 5-литровой бутылке. Находчивый мужчина вырезал отверстие для мордочки, чтобы питомцу было комфортно. Ролик моментально стал вирусным в местных социальных сетях. Судя по реакции питомца, он полностью доволен своим домиком. Ну а вам как? По-моему, так можно выгуливать питомцев с утра. Главное, недорого и удобно. А вы вообще знали, что 10 минут утром могут изменить весь ваш день? И речь, конечно, не о социальных сетях, а о комплексе упражнений. Давайте сделаем зарядку. Всем доброе утро, и сегодня мы снова продолжаем заниматься йогой. И сегодня нам понадобится стульчик, скорее берите его с собой, и мы будем делать простые легкие упражнения. Первое наше упражнение – собака морда вниз, собака морда вверх со стулом. Входите в угол 90 градусов, вытягиваете ручки вперед, делаете хороший вдох и легким перекатом вытягиваетесь вперед к стулу, протягиваетесь тазом, вытягиваетесь за макушку вверх. Здесь делаете вдох. С выдохом снова выходите. Собаку морда вниз, вытягиваете поясницу, за макушку тянетесь вперед, ручки вытягиваете, дыша вдох. Выдох, подтягиваете коленки. Отлично. Сделать так можно 2-3 раза. И сейчас приступим к следующему упражнению. Снова встаем ближе к стулу, но ручки теперь ложим на спинку стула, вытягивая ручки вперед по спинке стула. Вытягиваем под коленками, за макушкой вытягиваемся вперед. Вот вся эта йога направлена на крестец и на спину, на вытяжение позвоночника. Здесь мы дышим вдох. И с выдохом мы скругляем спину, позвоночник тянем к потолку, а со вдохом снова тянемся вниз к полу, вытягивая полностью крестец, втягивая его, втягивая и подтягивая грудную клетку. И снова выдох, вытягиваемся вверх к потолку, вдох, тянемся вниз. За это упражнение ваша спина скажет вам спасибо с утра. Следующее упражнение. Ножку ставим на стул. Отшагиваем задней ножкой назад. Вытягиваемся вверх. Здесь делаем вдох. С выдохом подтягиваемся немножко вперед. Вдох. Отталкиваемся назад.
И делаем такие движения. Раз, два, назад. Вдох вперед, выдох назад. И то же самое делаем на другую ножку. Ставим левую ножку на стул, отшагиваем задней ножкой подальше. Делаем движение от себя и к стульчику. Выдох, вдох, выдох. Вытягиваемся за макушку вверх. И снова вдох, выдох. Вытягиваемся вверх. Отлично. Техники безопасности лучше всего будет стульчик прижать к стене. Тогда уровень риска, что он упадет или наклонится, будет намного меньше. Следующее упражнение мы выполняем сидя на стульчике. Ножки угол 90 градусов. Ручки на спинку стула. Вытягиваемся за макушку вверх, подтягиваем позвоночник. Делаем хороший вдох через нос. И с выдохом аккуратно скручиваемся, разворачиваясь к спинке стула. Здесь мы продолжаем вытягиваться вверх позвоночником за макушку. Продышиваемся в этом положении, вдох и выдох. И спокойно выходим из положения, чувствуем насыщение кислородом полностью во всем теле. И помните, в йоге самое главное дыхание. Делайте все с комфортом, с любовью к себе. Спасибо. До новых встреч. Сегодня 14 ноября, во всем мире отмечается День борьбы с диабетом. Это заболевание называют неинфекционной эпидемией 21 века, и с каждым годом она затрагивает все больше людей. Почему диабет так опасен, можно ли его предотвратить и какие новые методы лечения существуют? Эти вопросы сегодня как никогда актуальны. Разобраться в теме нам поможет Любовь Сыдыкова, главный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Якутии, кандидат медицинских наук, заместитель директора медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Ну, это правда эпидемия, тему выбрала очень актуально. Вот в этом, вот День борьбы с диабетом, он же не зря существует, то есть это не только профилактика, пропаганда. Вот с чем это связано? Почему так критично, особенно в 21 веке, настала эта проблема? Ну, действительно, эта проблема касается, в общем-то, всех континентов, всех стран, поскольку изменился образ жизни у современного человечества, и в первую очередь это касается физических нагрузок и нашего питания. Ну и также, конечно, уровень стресса, который испытывает современный человек. Насколько остро стоит проблема диабета в Якутии? То есть мы все-таки сохранили более подвижный образ жизни, суровые климатические условия, особый вид питания? Да, совершенно верно, но, к сожалению, все-таки генетика вещь такая, которая формируется за очень долгий период времени. И сегодня вот наша генетика, которая сформировалась для того, чтобы человек мог бороться с тем же холодом, с голодом и так далее, попадает в условия, когда идет избыток легко усваиваемых углеводов, очень жирной пищи. И, к сожалению, все-таки невозможно говорить о том, что у нас много физической нагрузки. Ну да. Мы сейчас подвержены тому, что пользуемся запасами. богами цивилизации. Да. Какая динамика заболевания по сравнению с прошлым годом? То есть есть ли какой-то скачок, наоборот, может, положительные изменения, и какая возрастная группа попадает в зону риска? Ну, сейчас мы реализуем федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», и там очень много уделяется именно ранней диагностике сахарного диабета и даже преддиабета. Поэтому на первичных периодических медицинских осмотрах, на диспансеризации мы очень много уделяем определению уровня сахара в крови и дальнейшей диагностике. Поэтому, конечно, диагностика улучшилась, и, соответственно, количество пациентов с сахарным диабетом из года в год растет. И на сегодняшний день более уже 34 тысяч пациентов с сахарным диабетом в Якутии. И, как и во всем мире, более 90% это сахарный диабет второго типа. Ну вот сахарный диабет второго типа звучит уже как-то волнительно, да? Насколько реально предотвратить его развитие? Ну, на самом деле, сахарный диабет второго типа – это такое вот полигенное заболевание, которое в каждой этнической группе характеризуется различными генами. И, в частности, допустим, у якутской популяции это гены, которые отвечают за бета-клетки, то есть это функция
поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Это, наоборот, гиперинсулин у 50%. То есть в начале заболевания развивается гиперреакция, и много инсулина, наоборот, вырабатывается. И есть еще кластер, который отвечает за липиды печени. И вот получается, что сахарный диабет второго типа – это все-таки заболевание, которое возникает в возрасте старше 40-45 лет. Это, скажем так, такие факторы, которые делятся на модифицируемые и немодифицируемые. Немодифицируемые – это вот возраст, пол, генетика, а модифицируемые – это такие факторы, как ожирение как раз, физическая активность, питание, уровень стресса, артериальная гипертензия, дислипидемия, то есть высокий холестерин, атерогенная фракция его, ну и такие факторы, как потребление алкоголя, курение и так. Ну, вот вы сказали, что есть профилактика, что она активно продвигается, информируется население. Но если люди не сталкиваются, они, как правило, не обращают внимания на первые признаки. Вот какие признаки стоит брать внимание и проверить себя, чтобы в дальнейшем не усугубить положение? На самом деле первые проявления сахарного диабета – это повышение уровня сахара в крови, но это означает, что если в крови высокий сахар, значит он не доходит до клеток, где он должен сгореть с выделением энергии. То есть человек начинает чувствовать повышенную утомляемость. Это, наверное, вот первое проявление. Кроме того, сахара могут начинать повреждать уже нервы, и это могут быть какие-то онемения в пальцах рук, пальцах ног, например, такие дистальные начальные проявления. Это может быть недостаточно энергии для заживления ран, предположим, да, плохое заживление ран. Ну и когда уже усугубляется повышение уровня сахара в крови, оно начинает проявляться в виде мочеизнурения. Само слово диабет даже означает, в общем-то, проходить через или мочеизнурение. То есть человек испытывает жажду, много пьет и много мочится, и особенно в ночное время. Какие способы можно предложить, чтобы вот на ранних стадиях, вообще насколько молодеет на данный момент диагноз? Да, совершенно верно. К сожалению, сахарный диабет второго типа молодеет, и мы стали выявлять данный тип диабета даже у детей и подростков. Поэтому то, что выявляется он в возрасте 30-40 лет, это уже для нас, в общем-то, не является новинкой, и действительно сахарный диабет второго типа во всем мире молодеет. Ну и способ профилактики – это, наверное, все-таки первое правильное питание. Конечно, это правильное питание, это постараться исключить огромное количество легко усваиваемых углеводов, которые сразу непосредственно повышают сахар в крови и требуют большого количества инсулина. Чтобы вот таких скачков не было, надо обращать внимание, в каких продуктах содержатся вот эти вот быстрые углеводы. И мы чаще всего говорим о том, что это, конечно, сладости, сладкие напитки и так далее. Но не обращаем внимания, что большое количество углеводов содержится, например, в том же кетчупе, в соевом соусе, в маринадах, в таких вот маринованных овощах, скажем так, в полуфабрикатах, в колбасах и так далее. Спасибо большое за подробный рассказ. Я думаю, что все задумаются. Обязательно до новых встреч. Ну, дорогие друзья, надо повышать активность, поэтому теперь мы поговорим о силе, необходимой для покорения высот. Наш следующий репортаж о детской секции скалолазания. Наша коллега не просто снимала сюжет, но и сама забралась на вершину скалодрома, чтобы поучаствовать и почувствовать все на себе. Узнаем, как в нашем городе растут будущие покорители высот. Сейчас мы находимся в спортивном комплексе Дохсун, где проводятся секции скалолазания для детей. Среди этих юных спортсменов находится мальчик Тимур, мечтающий о победе на первенстве России. Давайте присоединимся к ним на занятия и познакомимся с ними поближе. Разминка закончена, и начинается основная часть тренировки. Ребята, как настоящие альпинисты, отрабатывают движения, учатся чувствовать зацепки и распределять свои силы. Здесь важна не только физическая форма, но и голова. Нужно продумать каждый свой шаг.
На занятиях они учатся работать в связке. Один страхует, внимательно следя за каждым шагом напарника, а другой штурмует вершину. Ответственность и доверие – неотъемлемая часть спорта. Началось все со школьного скалодрома. Была секция, я туда пришел. Потом на соревнованиях меня заметил хороший тренер и позвал к себе в команду. Тут я в этой команде стал прогрессировать. Начал достигать более новых сложных вершин. Почти год. Какие-то успехи? Ну, на каждых соревнованиях занимаю призовое, на республиканских. Самое сложное в тренировках – это, наверное, такие сложные трассы с сложными движениями, со сложными зацепками, нависание, где-то роста может не хватать. Чтобы мечты таких ребят, как Тимур, становились не только реальностью, нужны не только их упорство, но и профессиональные наставники и безопасные условия. Тренерами у нас работают люди с большим опытом как спортивным, так и тренерским, свыше 10 лет. У некоторых тренеров также все прошли специальные курсы инструкторов по скалолазанию на естественном и искусственном рельефах. Прежде чем сделать первый шаг по стене, каждый должен знать правила безопасности. Сначала надеваем страховочное устройство на обвязку. Затягиваем, потом надеваем мешочек. Вот. Мешочек с чем? С магнезией. Для чего он? Мешочек с магнезией нужен, чтобы хват был лучше. Когда лезешь, там в каком-то моменте можно промагнезиться и отдохнуть. Чтобы руки забиваются, просто магнезишься, там все, отдыхаешь и дальше лезешь. Есть специальная обувь, скальники. Они нужны, чтобы держать лучше зацепы под ноги. Потому что в обычных кроссовках так не будет получаться. Также есть маленькие зацепы мизера. В кроссовках вообще не получится держать. Нужны именно скальные туфли. Иногда бывает то, что не можешь просто ногу засунуть в скальник и надеваешь целлофановый пакет. И с целлофановым пакетом он залазит лучше нога. Это карабины с муфтой. Муфта должна быть в разные стороны. Мы ее закручиваем и делаем один оборот назад. Здесь вот так завяжем, чтобы не мешал. Команда, перед тем, как лезть, спрашивает, страховка готова? Говорю, готова, лезете. Натягиваю и аккуратно спускаю вас вниз. Это было невероятно сложно. Со стороны это кажется намного проще. Но когда ты сам оказываешься на стене, понимаешь, что каждое движение требует огромной концентрации и сил. Руки дрожат, а ноги ищут опору. Но когда ты достигаешь вершины, пусть даже этой маленькой, наступает чувство невероятного восторга и победы. Теперь я понимаю, почему эти ребята так горят своим делом. Возможно, именно среди этих детей растет будущий чемпион, покоритель гор. Главное, что свою мечту они уже не отпустят. Милона Полушкина, Владимир Павлов, Якутск. Восхищаюсь людьми, которые не боятся высоты. Я, например, очень боюсь, поэтому предпочитаю что-нибудь более спокойное. Ну а сейчас я хочу вам подсластить утро. Да, вот так вот. Сегодня начинается фестиваль шоколада в Италии. Самый грандиозный в Европе и один из крупнейших в мире праздников шоколада. Он длится 10 дней. В Италии шоколад появился очень давно, в 17 веке, потом попал в Рим, где в Ватикане даже разрешили его во время поста. Вот такая удивительная сегодня дата. Какими еще знаменательными событиями богат день сегодняшний, расскажем в нашей постоянной рубрике. На календаре 14 ноября. Сегодня Всемирный день борьбы с диабетом, Международный день логопеда и День социолога в России. По народному календарю Кузьминки. На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы, ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали на Руси одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел, главным образом кузнечного искусства и женского рукоделия. Этот день в истории. В 1903 году изобретен электрокардиограф. В 1908 году физик-теоретик Альберт Эйнштейн опубликовал квантовую теорию света. В 1936 году в Советском Союзе основана гидрометеорологическая служба. Образован Центральный институт погоды. В 1994 году открыто движение между Парижем и Лондоном через туннель под Ла-Маншем. В этот день родились
Астрид Линдгрен, шведская писательница. Кондолиза Райс, американский государственный деятель, 66-й госсекретарь США. Именины сегодня отмечают Денис, Иван, Александр, Дмитрий, Сергей и Ульяна. Сегодня, как мы уже сказали, день социолога. Это специалист, который изучает настроение в обществе. А знаете ли вы, что сильно влияет на настроение людей, особенно сейчас? Магнитные бури, которые в эти дни особенно усилились. Насколько сильно их влияние на наше с вами здоровье и что считают по этому поводу специалисты, узнала Илана Захарова. Головная боль, перебои со связью, полярные сияния – все это последствия одного явления – магнитной бури. Ее причина кроется в космосе, а именно в непрерывном противостоянии между нашей планетой и Солнцем. Вокруг Земли образуется кольцевой ток. Это ток, который бежит вокруг нашей планеты в виде тора. И в момент усиления солнечного ветра, происходит усиление самого кольцевого тока. Соответственно, раз образовался и усилился кольцевой ток вокруг Земли, то на поверхности Земли понижается магнитное поле, собственное магнитное поле. Депрессия магнитного поля называется, которая длится от нескольких часов до нескольких дней, называется магнитной бурей. Этот механизм, невидимый для наших глаз, является источником тех самых ощутимых последствий. Прежде всего, под удар попадает околоземная техника, например, спутники, которые могут выйти из строя. Но при этом влияние геомагнитных возмущений ощущают и люди. Головные боли есть, мигрень начинается, и, конечно, самочувствие ухудшается. Тяжело, поднимается давление, голова болит, и не хочется вставать, никуда идти. Голова болит, давление поднимается. Бывает, что давление подскочит, а так-то ничего, нормально. Или суставчики заболят. Наиболее чувствительны к геомагнитным возмущениям люди с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы. Однако, как показали исследования, решающую роль играет психологический настрой человека. Люди, которые не следят за прогнозами и не ожидают ухудшения самочувствия, как правило, не ощущают их влияния на себе. Тревожных людей эти симптомы могут сами по себе возникать. То есть, если так вот посмотреть, тревожным людям лучше не отслеживать геомагнитные бури. Поэтому в любой ситуации прежде всего необходимо сохранять спокойствие и следить за своим здоровьем. Здоровый образ жизни уменьшает и проводит профилактику любых болезней практически. Это максимально, как мы приблизились к панацее, это здоровый образ жизни. Активный образ жизни, занятия спортом, правильное питание, вовремя спать, следить за своим психологическим здоровьем. Это очень важно. В последнее время мы все чаще сталкиваемся с магнитными бурями. Это связано с тем, что Солнце вступило в период повышенной активности. Но специалисты спешат успокоить. Текущий цикл солнечной активности уже достиг своего пика. И в ближайшее время ситуация начнет стабилизироваться. Самая большая магнитная буря 21 века и 25-го цикла, одновременно цикла солнечной активности, произошла в прошлом году, в мае месяце, 10-12 мая, называется она буря Дня Победы. И мы ее благополучно пережили, и я надеюсь, что все будет хорошо. Дальше, видимо, сейчас, так как мы сейчас в максимуме солнечной активности, видимо, дело скоро пойдет на спад, и я полагаю, что мы пережили максимум солнечной активности. Илана Захарова, Элита Махно, Стас Потапов, Якутск. Отлично. Ученые, слава богу, немного успокоили, а то как откроешь новостные каналы, везде про эти магнитные бури. А что пишут газеты? Неужели тоже про погодные явления? Давайте узнаем в очередном обзоре газеты «Якутия». Здравствуйте, дорогие телезрители! Коротко о самых интересных материалах в свежем номере главной газеты республики. На долю Анны Литманен выпали тяжелейшие испытания. Блокада Ленинграда, депортация на крайний север, смерти родных, сиротство в чужой семье, детдом. Но она прошла через все невзгоды, состоялась как женщина, специалист, как человек. Что было самым тяжелым в жизни юной блокадницы и о чем мечтает Анна Петровна сегодня, читайте в нашей рубрике, посвященной 80-летию Великой Победы. Еще 2 недели назад он не представлял, что окажется в нашей республике. Но вместе с 3 военнослужащими из Якутии побывал на антифашистском форуме в Якутске.
Что запомнилось начальнику военно-политического управления Южного военного округа, как он охарактеризовал якутян, участников специальной военной операции, читайте в интервью с полковником Михаилом Досуговым. А еще в номере новости спорта, деловой и политической жизни и, как всегда, занимательный сканворд и подборка самых свежих анекдотов. Будьте в курсе событий, читайте газету «Якутия». Хорошего вам дня! Кстати, в газете «Якутия» появилась новая рубрика «Старинный Якутск». У нас тоже есть похожая рубрика, где мы через историю вещей рассказываем о далеком и не очень прошлом. Сегодня мой коллега Дмитрий Аргунов расскажет об уникальной машине, которая работала в Якутске в 50-е годы прошлого столетия. Пожарный автонасос ПМГ-20, предназначавшийся для доставки к месту пожара боевого расчета и противопожарного оборудования, а также для быстрого обеспечения подачи воды или воздушно-механической пены, изготавливался с середины 50-х годов Варгашинским заводом по производству противопожарного оборудования в Курганской области. Ввиду своей отличной проходимости ПМГ-20 в основном поставлялся в сельскую местность как автомобиль быстрого реагирования. Спецнадстройка автонасоса монтировалась на шасси автомобиля ГАЗ-69 повышенной проходимости, грузоподъемности в полтонны. В заднем отсеке кузова устанавливался центробежный насос, приводившийся в действие от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности, выполненную в одном блоке с раздаточной коробкой. Центробежный насос левого вращения марки ПН-20Л был рассчитан на подачу 1200 литров воды в минуту при напоре 80 метров водяного столба и высоте всасывания 3,5 метра. Автомобиль обычно комплектовался прицепом, в котором стояла бочка на 300 литров, которой хватало, скажем, минуты на 3. Надо сказать, что авто в полном снаряжении с 3 бойцами-огнеборцами развивал вполне приемлемые 90 км в час, что давало огромные шансы начать тушить огонь раньше. При реставрации этой машины энтузиастам была проделана огромная работа. Сделан спецкаркас, отличающийся от обычных, восстановлен насос, держатели рукавов, даже багор и лопата были прикреплены именно на свои родные места. Надпись ПМГ-20, водруженная на радиатор, также была сделана заново, с применением современных технологий. Единственное, что может не стыковаться, это бело-красная окраска, которая применялась в 70-е годы, позже, и герб Якутска. В 60-е его не наносили. Но так выглядит красивее, согласны? Эти и многие другие экспонаты можно увидеть вживую в городском ретро-музее с пятницы по воскресенье. Хороший повод вспомнить прошлое. Мы стараемся, чтобы наши рубрики были хорошим ориентиром на предстоящие выходные. Еще одна такая подсказка для тех, кто давно не был в Национальном художественном музее. Там проходит выставка из собрания Государственного музея Льва Толстого. В Национальном художественном музее продолжает работать межрегиональная выставка «Эволюция образа Толстого в изобразительном искусстве» от Ге до Гинзбурга из Государственного музея Льва Толстого, город Москва. К числу лучших портретов русского писателя принадлежат две небольшие скульптуры художника Павла Трубецкого. Павел Трубецкой – Пауло на итальянский манер, поскольку он родился в Италии, мастер монументальной портретной пластики. Многим он известен как автор конного памятника императору Александру III в Санкт-Петербурге. Трубецкой не получил систематического образования, он постигал художественные азы в различных европейских школах и мастерских. И за те 10 лет, что он работал и жил в России, он завоевал себе славу легенды Серебряного века. Из Италии в Россию он привез скульптурный импрессионизм, очень живой, подвижный, который отличался таким живописным характером лепки. В речевом обиходе скульпторов того времени закрепилось выражение «лепить а-ля Трубецкой». Это значит очень быстро, сочно, живо и весело. Его узнаваемую манеру сравнивали с потоком свежего воздуха, потому что на фоне
академической скульптурой, которая господствовала в России в то время, его манера была очень выигрышной. Надо отметить, что у Трубецкого в Москве была своя мастерская на Мясницкой улице. Это вообще беспрецедентный случай, когда художнику, не имеющему специального образования, предоставляют место профессора в одном из самых престижных московских заведений, каким тогда было училище живописи, ваяния и зодчества. И не только место профессора, но еще и дают свою мастерскую. И вот туда и приезжал Лев Толстой, который вообще не любил позировать кому бы то ни было. Есть такой забавный эпизод, где исследователи творчества Трубецкого пишут о том, что он вообще не читал книг. И при первом знакомстве с писателем поразил его наповал тем, что сказал, не читал ни одного произведения Льва Толстого. И даже несмотря на это, он оставался любимцем писателя всю его жизнь. Толстой обожал Трубецкого за его предельную искренность, живой характер, за его талант, за его врожденную ненависть к светским условностям и какую-то неуемную жажду жизненной правды. А в свою очередь Трубецкой был пленен личностью Льва Толстого. Сверхчувствительное восприятие натуры помогло Трубецкому передать всю харизму, энергетику писателя. Особенно выразителен в этом отношении поясной бюст. Софья Андреевна Толстая считала это произведение лучшим портретом своего супруга. Трубецкой отходит здесь от какой-то нарочитости, позерства. Он ловит короткое мгновение в бронзе и в это мгновение вкладывает весь сложный внутренний мир писателя. Потрясающая выставка, отличный повод, чтобы сходить в Национальный художественный музей. Но вообще выходные — это такая бесконечная череда планов, и притом хороших планов. И один из них — это, конечно, приготовить что-нибудь вкусное. Но, как правило, не хватает времени, особенно зимой, не хочется бегать по магазинам. Поэтому давайте посмотрим, что у нас есть в холодильнике. Например, у многих есть точно капуста. Вот блюдо такое полезное, вкусное и, возможно, даже на каждый день. Мы предложим в нашей постоянной рубрике. Доброе утро. Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я доказательный нутрициолог, член общественной организации «Нутрициологи России». Мы сегодня с вами будем готовить капустный салат. Капуста – это такой продукт очень универсальный, гибкий, его можно использовать в разных вариантах. Да? Я сегодня взяла краснокочанную капусту, но этот салат, его обычно делают из смеси белокочанной капусты и с краснокочанной. Да? Можно использовать просто белокочанную капусту. Салат называется коулслоу. Для того, чтобы сделать этот салат, нужно вот ножик. Да? Кто умеет тонко резать, вы можете это делать ножиком. Я этого делать не умею, у меня шинковка. Ага. Нарезаю. Данный салат источник богат. Все знают, что капуста, она достаточно богата витаминами разными. Да? Особенно славится там наличием аскорбиновой кислоты, что в зимний период для нас составляет особый интерес. Шинкуем капусту. Так, много делать мы сегодня не будем. Ага. Вот, нашинковалась. Теперь сюда мы натираем морковку. Можно сделать это любой терочкой. У меня вот такая немножко для корейского, наверное, типа нарезки, но подойдет любая. Достаточно крупная терка. Угу. Салат коулслоу был изобретен, оказывается, в районе Нидерландов, потом смигрировал в Северную Америку и через фастфуд попал на столы и россиян в том числе. Вот. Но в фастфуде это, пожалуй, самое полезное блюдо, которое я там видела. Основными ингредиентами являются капуста, морковка. Если вы хотите, вы можете добавить, вот как я, кукурузу, либо нарезанное яблоко. А заправку мы делаем из следующих ингредиентов. Мы берем натуральный йогурт. В якутских реалиях это может быть, например, даже сорок, потому что они очень похожие блюда. Берем немножко майонеза. В данном случае я взяла облегченный майонез, потому что в нем жирность ниже, чем в обычном классическом.
И такой облегченный вариант – это очень диетический салат. В нем совершенно небольшое количество калорий. Добавляется зернистая горчица, которую называют еще дижонской, немножко уксуса 6%. Если у вас 9%, надо его развести прям хорошенько. И чуть-чуть соли. Вот этот соус мы перемешиваем. Заправляем им салат. Сладкий ингредиент, такой как кукуруза, придает особую пикантность этому салату. Вкус становится более таким насыщенным. Он не просто кислый, он становится сладко-кислый. Это очень приятное сочетание. Либо, если вы не любите кукурузу, добавьте яблоко, не пожалеете. Будет очень вкусно. Вот. Смотрите, если у вас есть шинковка, делать такой салат достаточно быстро. И он очень красивый. Как говорят в поговорке про капусту, и на столе не пусто, и съедят не жалко. Приятного аппетита и хорошего всем дня! Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В рамках профилактической операции сотрудники противопожарной службы проводят активную работу по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями. В ходе рейда специальные группы пожарных посетили дома, где проживают пожилые люди, многодетные семьи, а также граждане с ограниченными возможностями здоровья. Им были бесплатно установлены современные датчики, которые способны своевременно обнаружить задымление и подать громкий звуковой сигнал, позволяя жильцам вовремя эвакуироваться и сообщить о возгорании. На данный момент уже установлены 96 датчиков АДПИ. Данные датчики способны обнаружить пожар на ранней стадии возникновения, соответственно, предупредить об этом жильца. И помните, что своевременное обнаружение оповещения в пожарную охрану о пожаре поможет спасти вашу жизнь, здоровье, а также сохранность вашего имущества. В течение года нами было установлено свыше 90 приборов многодетным семьям, а также одиноким проживающим пенсионерам. В рамках месячника для инвалидов акция «Трудиться наравне со всеми» в Амгинском Улусе прошел семинар для работодателей, посвященный вопросам трудоустройства граждан с инвалидностью. В мероприятии приняли участие более 50 работодателей как очно, так и дистанционно. Семинар организовали специалисты территориального центра занятости населения Амгинского Улуса и стал частью республиканских мероприятий, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Через портал «Работа в России» и через госуслуги мы им дали понять, что это никаких изменений в этом нету, но есть изменения в законах. Именно по квоте инвалидов, да, и как бы дали общее понятие, то, что работодателям именно не обязательно должны быть это здоровые люди, да, но могут и трудоустроиться инвалиды. И в каких случаях может помочь Центр занятости и какими программами объяснили им. Самое главное. Но в Бердикестякском наследии проводится 4-е улусное мероприятие под названием «Все вопросы в одном месте», направленное на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. По инициативе Координационного совета улусное мероприятие проводится ежемесячно, и это оказалось очень эффективным. С каждым разом увеличивается количество заинтересованных лиц, что демонстрирует полезность такого подхода. Помимо индивидуальных консультаций, проводимых специалистами из различных организаций, в этот раз также были даны ответы на вопросы жителей удаленных наслегов через онлайн-связь. Подобные мероприятия являются большой поддержкой для участников спецвоенной операции и их близких. Когда мы начали проводить такие мероприятия, они начали уже приходить и в одном месте уже решить вопросы социального характера, допустим, по вопросам без вести пропавших, и у военкомата сразу уточнить свои вопросы. Поэтому мы такое мероприятие будем проводить ежемесячно, и потом по возможности будем вносить свои коррективы. В Якутске после длительного перерыва и масштабного ремонта вновь открывается бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Сулус». Уже сейчас любители плавания смогут вернуться к водным дорожкам. Бассейн был закрыт с мая прошлого года после аварии. Причиной стали ошибки в проекте, из-за чего пришлось полностью демонтировать старую чашу, провести капитальный ремонт и заменить все коммуникации. Напомню, что во время ремонта бассейна каток и тренажерный зал комплекса продолжали свою работу.
Ну, дело в том, что, значит, была проектная ошибка. Вот, проектировщики, которые делали, и он не смог, значит, выдержать те нагрузки, которые у нас есть. Это наши климатические условия, вечная мерзлота и так далее. Но все это мы уже прошли. Вот, сейчас объект восстановлен. И разница в том, что, значит, усилены эти стойки, на которых стоит бассейн. Вот, и надеемся, что, значит, вообще усилено все как бы несущее оборудование. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Продолжаем делиться интересными новостями. Самое время перейти к главному спортивному событию недели – международному турниру памяти Дмитрия Петровича Коркина, который пройдет 15-16 ноября в спорткомплексе «Триумф». Без кого же мы не можем представить себе эти захватывающие поединки? Конечно, без голосов, которые ведут нас по ковру. Сегодня у нас в гостях два человека, которые знают о борьбе все, ну или почти все. Степан Крижановский, чьи яркие комментарии взрывают соцсети, и Айтал Оконешников, который отлично разбирается во всех тонкостях этого спорта. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, наверное, всем интересно было не только послушать, но и увидеть вас. Итак, Степан, для многих зрителей ваши комментарии такой же неотъемлемой часть турнира Коркина, как и сама борьба. Расскажите, чего для вас начинается подготовка к такому масштабному событию? То есть вы просматриваете, кто участвует, Да. готовитесь по истории? Первое, самое основное, это, конечно, благодарность. Благодарность к народу Саха-Якутии, благодарность организаторам, которые на протяжении уже 4 лет меня приглашают на этот международный турнир. Этот турнир на самом деле комментировать — это большая честь для любого комментатора, для любого стримера. Здесь всегда самое большое количество участников. Даже вот в 2022 году коронавирус, когда был, удалось по 13 стран приглашать. Сейчас у нас в 2025 году 12 стран, и какие бы тяжелые ситуации не были, у нас максимальное количество стран участвует. Конечно, начинаю с благодарности, потом перехожу, штрудирую, вспоминаю все свои старые турниры, которые я откомментировал Коркина, вспоминаю, кто выиграл серебряную борцовку, вот, кто стал лучшим, вспоминаю самые яркие моменты вот, данного турнира. И потихонечку готовлюсь. Для меня это очень важная дата в году, как для кого-то там Новый год, день рождения. Эту дату я откладываю. Все дела, супругу, детей. Коркина — это для меня топ. Я представляю, каково супруге это было услышать. Айтал, в чем ваша главная задача, когда вы ведете репортаж? Что самое важное вы хотите донести до зрителей? Потому что у вас свой стиль комментирования. Ну, самое главное донести до зрителей, как бы, да, что они вот вживую смотрят эти соревнования, находятся в центре спортивной подготовки «Триумф». И все эти эмоции, что переживают тоже борцы, передать все зрителям. Ну и профессионально, без ошибок, все донести до них и рассказать. Да, как бы так. Ну, вот о стилях давайте поговорим. Ваши комментарии очень различаются. Вот у Степана это часто называют, что они народные. Вы уходите от терминологии и доносите вот саму суть. Как вам это удается, как вы к этому готовитесь? Ну, это вот так люди меня прозвали народным, потому что вот для меня нету плохих наций. Для меня, в каждой нации есть плохие люди, поэтому я отношусь ко всем одинаково. И езжу и в Дагестан, и в Осетию, именно посещаю борцовские республики, вот, и стараюсь максимально, когда веду трансляцию, максимально всем уделить время. Вот, есть у меня также национальные головные уборы, когда при схватках я их стараюсь одеть и как бы внести такую нотку, чтобы прям зарядить болельщика, через спортсмен вышел на все 100%. Поэтому веду просто как вот большая борцовская семья, как говорится, мастерство в простоте. Вот как рождаются такие традиции в виде головных уборов, еще чего-то? А вот так папаху подарили на одном турнире. Потом вот меня здесь народ Саха встретил, подарили кепку, там, чароны подарили. И как-то вот начал в регионы разные ездить, и начали национальные предметы, головные уборы дарить, разные вещи. И как-то я это, к стриму приспособляю все это. Айтал, ну вот у зрителей будет уникальная возможность услышать ваши комментарии, потому что вы это делаете несколько раз в год. Вот в этом году что особенного мы увидим, услышим? Ну, в этом году у нас, я скажу, что с 2019 года к нам впервые прилетает команда из Японии.
Это будет наша изюминка, да, турнира. И в этом большая заслуга вот коллектива Центра спортивной подготовки «Триумф», да, директора Пахомова Михаила Дмитриевича. И Япония сейчас славится, они номер один, наверное, вот в мировой борьбе с маленьких весов, с 57 до 74. Они вот в рейтинге стоят номер один в Олимпийских играх, чемпионатах мира. И для зрителей будет это очень, ну, как-то удивительно. И если смотреть по интернету, люди все очень ждут этого момента, посмотреть на японцев. И, ну, как сказать, ну, будет очень интересно. Попытаемся передать эти эмоции. Вы же кимоно приобрели? Просто Япония — это такая держава очень скрытая. У них вторые, третьи номера. Всегда они приезжают на чемпионат Азии, мира, на Олимпийские игры. И может спортсмен с неизвестным именем стать чемпионом. О, мы же его не видели. А он где-то там на своих императорских играх выступил. Приехал на Азию, имя никто не знает. Поэтому сейчас приехал в основном у нас на корке на второй состав. Но ни в коем случае японцев недооценивать нельзя. Они очень красочную борьбу показывают. Такие волевые, как их называют еще, самураями. Есть ли борьба между комментаторами? То есть все равно у вас есть какие-то внутренние рейтинги, внутренние комментарии в социальных сетях зрителей? Как-то вы ведете свой внутренний рейтинг? Нет, такого у нас нету. Главное нам откомментировать на все 100%, от души главное. Да, и никакого конкурентства такого у нас нет. Мы, наоборот, стараемся дружить, поддерживать отношения, всегда тепло, где-то даже рекомендовать друг друга, поддерживать друг друга. У нас, ну, такой нету, потому что борьба — это все равно как бы вот узкое такое направление, да, вольная борьба. Поэтому здесь популяризация в любом случае нужна. Чем больше будут там стримеров, комментаторов, различных там журналистов, тем будет лучше, тем будет быстрее расти этот вид спорта прекрасный. Ну а как провести для себя внутреннюю оценку, насколько ты отработал? Вот, если вы отсматриваете ли комментарии, впечатления зрителей, впечатления самих участников, кто боролся, как вы их откомментировали? Конечно, конечно, это уже не ты себя оцениваешь, ты как бы включаешься полностью в схватку, стараешься душой выложиться, откомментировать данную, ну, предстоящую там схватку, а оценивает тебя уже зритель. В основном зритель, он всегда, если ему понравилось, там, огни, там, круто, Степан, там, ну, в общем, они всегда передают, зритель всегда передает. Есть вот, когда я стримлю, допустим, есть всегда чат, где я могу посмотреть все это дело, там, и мы всегда общаемся, у нас всегда происходит общение, там пишут: Степан, вот, крутая там схватка, или это скучная была, 0-0 отборот, там, 1-0 там по пассивам, еще что-то, поэтому это все от зрителя идет. А это самая крутая оценка, потому что, понятно, здесь стрим, вы не так часто комментируете, в интернете вообще вас можно не увидеть, не найти, да? Да, я стримлю, ну, как в прошлом году у нас стрим будет ВКонтакте. ВКонтакте 2 дня мы с утра до вечера будем все рассказывать. Ну, я к репортажам подготавливаюсь так, смотрю статистику, кто приедет, имена изучаю, чтобы правильно произносить, и статистику медалистов Коркинского и вообще вот последних мировых форумов, да, чемпионат мира, Европы, Азии, где выступал. Главное вот качественно передать смысл людям, народу, да, чтобы народ оценил. А бывают какие-то забавные случаи? Вот у нас точно бывают. Да, как у вас с этим? У нас забавные случаи, ну, конечно, бывает. Где-то ошибся, что-то так смешное сказал, да, и, ну, там, глаза закрыл или что-то, я не знаю. В народ уходит? Ну, бывает, ну, не так, как бы, злостно, в шутку иногда может быть. Не, ну, я имею в виду, что кто-то порезал, так вот, смотрите, как было. Вот, то, что борцовское братство — это самое, в виде спорта, самое крепкое братство, поэтому каждый друг друга поддерживает, где-то там, может, ударение какое-то неправильно сказал, какой-то момент, да, вот, что-то перепутал там. Когда много фамилий, много схваток, может там одного другим борцом назвать. Ну, такой: о, Степан, ты кого там назвал? Да. Допустим. Такие моменты есть, просто все поулыбались в чате, и, в принципе... Наверное, монгольский, японский сложно произносить. Да, и ты Итак, говоришь, строго у нас осталось совсем мало времени, с вами можно говорить бесконечно. Итак, прогноз. Вот кто победит? Ну, конечно, болеем за хорошую борьбу, и мы с душой... Ну, главное, чтобы без травм, без инцидентов все прошло. И все выложились на 100%. Что, ну, вот так как-то. Ну, как философски. Да. По секрету скажу, на пьедестале в этом году много будет якутян, поэтому не переживайте. Да. Я так думаю.
Но популяризации спорта вообще, как считаете, ваша работа способствует? Да, конечно, популяризация спорта идет. Мы сначала снимаем вот видео, анонсы, и люди смотрят, тоже интересуются и приходят на борьбу, и также идет постепенно, детей отдадут, да, люди, вот, дедушки, бабушки, внуков отдадут на борьбу, и вот так глаза загорятся у детей. Ну и вот так популяризация идет. Спасибо большое, что пришли. Мы Да, уверены, спасибо. что это спасибо тоже всем даст свои зрителям впечатления, и все вас пойдут телеканала. послушать. Ну и даже кто не увлекался борьбой, сейчас задумается, что это правда отличное будущее для детей. Дорогие друзья, всем хорошего дня. Вот такое у нас спортивное завершение утра, спортивное завершение пятницы. Приходите болеть за якутян и всех, кто к нам приедет в гости.